Креатив и самобытность прошли красной нитью через весь форум, созданный на Дальнем Востоке, от творчества к экономике. 11 регионов Дальнего Востока, 39 субъектов России, более 5 стран, 250 спикеров и свыше 7 тысяч участников в течение 3 дней представляли свое видение, как должна выглядеть креативная экономика в наше время. У нас будут различные отраслевые сессии, посвященные кино, анимации, урбанистике, в целом всем 16 креативным индустриям. И мы планируем, что этот форум, эффект от этого форума мы будем мерить, во-первых, в деньгах, сколько соглашений заключено, сколько инвестиционных лотов приобретено, как регионы с друг с другом взаимодействуют. Ну, во-вторых, сколько сообществ, сколько проектов у нас на Дальнем Востоке по креативным индустриям появилось. Им, словно магическим ключом. Открытие форума выдалось по-настоящему жарким. Настоящий театр развернулся во дворе квартала труда. Обряд очищения как символ перерождения, а национальные инструменты как часть богатой культуры. Сцену с эпоса «Аланхо» показали на нескольких театрализованных площадках якутские артисты и студенты АГИКИ. Действие погрузило участников и спикеров форума в самобытную культуру народа Саха. Якутия – лидер креативной экономики и Дальнего Востока, и страны в целом. И очень важно, что мы здесь собрались, чтобы обменяться опытом. Закон о креативной экономике, который принят в стране, он должен начать работать. Мы самое активное участие в его разработке принимали. Но сейчас надо, чтобы все это наполнялось жизнью. Я очень рад, что столько творческих, интересных людей со всей страны приехало. Это обязательно даст мощный импульс развитию креативной экономики Дальнего Востока. Уникальность народов Дальнего Востока в богатой культуре. На форум представители 11 регионов округа привезли продукцию местных предпринимателей. Сегодня от нашего центра прототипирования мы предоставляем в качестве одного из направлений нашей деятельности настольные игры, которые разработаны и придуманы в нашем креативном пространстве. Настольные игры являются одной из наших специализаций, одной из направлений нашей деятельности. И мы представляем настольные игры, сделанные с идеей и с глубоким пониманием того, для чего мы это делаем. В свою очередь, республику уже невозможно представить без якутского кинематографа. Регион в тройке лидеров по производству кино и уступает только Москве. Сергей Сельянов, почетный гость форума, отметил самобытность и яркость местного кинематографа. На встрече с главой республики председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения России рассказал о якутском феномене и о высоких достижениях наших режиссеров. Я люблю те места, где любят кино. Вот, поскольку здесь то самое место, то я в очень хорошем настроении. И позиция главы республики, конечно, меня, который принимает, развивает, разделяет мнение о том, что интеллектуальная составляющая в развитии республики очень важное дело. Республика сильна не только в кинопроизводстве, но и в оборудовании для кинозалов. Якутская компания «Экстра Синема» заключила соглашение с индийской фирмой «Джанта Синема». Сейчас в самой населенной стране мира на 1,5 миллиарда человек приходится всего лишь 5000 кинотеатров. С приходом «Экстра Синема» в Индии появится 50 кинозалов в малых населенных пунктах. Дальше с возможностью масштабирования его уже в ближайшее время до 224, плюс в течение 2 лет они готовы тиражироваться до 10 тысяч залов на территории своей страны. Это примерно по 100-150 залов на каждый штат. Многие якутяне знают о индийском кино, но мало индийцев знает о якутском кино. Подписанное соглашение между самым большим регионом и самой населенной страной мира даст толчок не только к развитию киносети в Индии, но и к прокату российского и якутского кино. Это самое современное, что есть в этом мире, современная система. Ей очень легко пользоваться. Это один из плюсов технологий, и звук создают ощущение настоящего мирового кинематографа на высшем уровне. И помимо этого, она помогает в том, что мы хотим производить фильмы из Якутии в Индию, и в случае сотрудничества между нами также играет важную роль. Архитектура и урбанистика, сохранение прошлого и развитие будущего. Как подружить город и креатив, обсудили на сессии пространственное развитие и роль креативных индустрий в преобразовании городов. Ведь сохранение самобытности – это дань уважения истории.
С сегодняшнего дня начинаются как раз наши направления, они будут и 30 и 31. Мы поговорим о среде, о дизайне, о новых подходах в архитектуре, о, конечно, сохранении культурной идентичности и применении ее как в архитектуре, так и внедрения в среду. Новых подходах по разработке объектов культурного наследия, в целом, как можно использовать культурное наследие для развития экономики. Культуру и самобытность невозможно сберечь без музеев. Во второй день форума им была отведена отдельная сессия. В ее рамках прошло подписание трехстороннего соглашения о повышении роли музеев Якутии в креативной экономике. Также во время работы сессии регионы поделились не только своими практиками, но и озвучили результаты своих проектов. Буду представлять опыт города Благовещенска по объединению в рамках сетевого взаимодействия всех музейных пространств. У нас их на сегодня более 70. И самым уникальным является, что это объединение провела непосредственно библиотечная система. В городе Благовещенске она является одной из самых передовой. У нас самое большое количество модельных библиотек на душу населения по всей России. И работают достаточно молодые, очень энергичные, креативные кадры. 93 музея или 35% от общего количества музеев Дальнего Востока сосредоточены именно в нашей республике. Загадочная история, неповторимые украшения того времени и, конечно же, непревзойденное искусство живописи. Это все собрано в музеях Якутии. Мы зачинатели музейного дела. В 1887 году открылся Якутский музей. Это практически первый музей в Дальнем Востоке. И в 1891 году мы открыли первые экспонаты именно музея Ярославского, нашего головного музея, который стал именно историческим событием в далеком 1891 году. О создании пространств для креативных и творческих людей заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Свои кварталы труда появятся в Улан-Удэ и Благовещенске, Владивостоке и Петропавловск-Камчатском. Филиалы ведущих театральных вузов страны откроются в дальневосточном регионе. Форум объединил всех, начиная от тех, кто только делает свои первые шаги в креативных индустриях, до настоящих профессионалов своего дела. Во-первых, я считаю абсолютно стратегически важно данный форум проводить. И непосредственно и конкретно для Дальнего Востока. Здесь достаточно обширная территория, да, очень далеко от региона до региона перебираться, сложная логистика. И вот такие подобные места сборки в виде подобных форумов, да, дают возможность максимально продуктивно поработать. Здесь даже, в отличие от центральной России, я не побоюсь этого слова, да, когда люди приезжают с таких разных дальних точек, совершенно другой подход к тому, как вот люди между собой начинают общаться, договариваться, принимать решения. Очень много конструктивных решений. Развитие туризма на Дальнем Востоке – одна из ключевых тем на форуме креативных индустрий. При наличии уникальной природы и соответствующей инфраструктуры продвижение туристического потенциала – лишь вопрос времени. Сегодня подписали агентство туризма о том, что мы совместно будем работать и в дальнейшем привлечь других районов, даже республик, даже вне республики. Уникальность форума не только в обмене опытом и заключении соглашений, но и в презентации продуктов. Несколько продуктов важных было запущено в рамках форума. Это секция для креативных предпринимателей Дальнего Востока и Арктики на электронной торговой площадке Газпромбанка. Впервые такая, в мире впервые такая практика будет, где все закупки для креативных предпринимателей по креативным продуктам и услугам будут в одном месте структурированы на Дальнем Востоке и Арктике. И вот буквально сегодня стала работать, запустилась отдельная витрина, созданная на Дальнем Востоке на маркетплейсе «Озон». 34 соглашения о сотрудничестве, более 200 площадок и 300 экспертов. Именно такие цифры озвучены в заключительный день форума. В числе спикеров и участников делегации с ЮАР, Китая, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии. 3 продуктивных дня и более 150 деловых сессий и кинопоказов, выставок продукции креативных индустрий и гастрофестиваль, показ мод, мастер-классы и концерты звезд Якутии и Бурятии и хедлайнера группы «Айола». Мы удивили, конечно, многих всех своими продуктами, не только кино, но и модными, и брендами, и гастро. И мы считаем, что на наших глазах рождается новая экономика, как Арсений Сергеевич сказал, креативная экономика, которая создаст действительно 70 тысяч рабочих мест.
Площадка для делового общения и культурного обмена – это все форум креативных индустрий. Самобытность Якутии, царящая на протяжении всех дней, никого не оставила равнодушными. Форум провел глубокое впечатление, и самое главное, мне понравились люди, которые здесь живут и работают. Это уникальное вообще место силы такое, потому что я тут реально зарядился. О Якутии уже много слышали, о том, что в Якутии живут лидеры креативного сообщества на всем Дальнем Востоке. Я впервые в жизни приехала в Якутию, и за те 3 дня, что я здесь, якутяне проявили ко мне только любовь и доброту. Я очень рада, что я здесь оказалась. Здесь огромное количество очень интересных людей. Я не перестаю восхищаться другими спикерами. Площадки второго международного форума креативных индустрий на 3 дня стали не только полем для обмена опытом и подписанием соглашений, но и выступили территории, где обсуждаются планы на будущее. Всегда есть планка задач минимум и задач максимум. И если мы говорим минимум, то, безусловно, это новые знакомства, которые в будущем могут дать возможность для сотрудничества и для того, чтобы мы могли обмениваться опытом уже в менее формальной обстановке. А максимум, безусловно, это выработка определенных стратегий и рекомендаций для того, чтобы региональные власти различных субъектов Дальнего Востока могли прислушаться к мнению профессионального сообщества. Форум, созданный на Дальнем Востоке «От творчества к экономике», стал площадкой для соглашений на общую сумму 1 миллиард рублей, что поспособствует развитию креативных индустрий в дальневосточном регионе. Главные у нас форматы – это питчинги. Здесь у нас проводится более 20 различных питчингов. Это формат, когда авторы проектов могут презентовать свои идеи, свои наработки, свои бизнесы инвесторам в надежде привлечь инвестиции. Это у нас и кинопроекты, и анимация, и музыка, и разработка игр. В течение 3 дней спикеры обменялись опытом в области мультипликации и кинопроизводства, дизайна одежды и архитектуры, гастрономии и туризма. А уже на будущий год Международный форум креативных индустрий отправится в следующий регион Дальнего Востока.